В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Вспоминая всех ушедших в вечность. В республике отмечается День памяти и скорби чеченского народа. Репортаж с Ахматюрта Турпалали Тайсумова. Дань уважения. Рамзан Кадыров посетил мемориал памяти в центре Грозного. Прекрасная сунна. Хоксан و عندك عندك الله خير ولا يلشنا ديل سلام خلتشن وسيلة خير وش الله داله أصدر جاحة خليت ويل هرساعد وخشبوش ويختنا أيماني ويمختنا رمزان حج. Региональный общественный фонд организовал масштабную благотворительную акцию, посвященную памятной дате. Сегодня отмечается День памяти и скорби чеченского народа. Вспоминая все драматические моменты истории, такие как Кавказскую войну, геноцид 1944 года и трагические события, произошедшие на стыке двух тысячелетий. Эти события оставили глубокие раны в сердцах людей, но также сформировали дух, волю и сплотили наше общество. В этот день особо чтят память всех, кто погиб, защищая интересы народа, и вспоминают жертву кровопролитных войн. А мероприятие, посвященное этому дню в селении Ахматюрт, в репортаже Турпалали Тайсумова. 10 мая – День памяти и скорби народов Чеченской Республики. Отдавая дань уважения разным поколениям, прошедшим через тяжелые испытания временем, официальные лица и религиозные деятели собрались в святыне села Ахмат-Юрт для общего поклонения Всевышнему. В этот день также чтят память первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его путь и борьба со злом стали основой для успешного преобразования региона в процветающий современный субъект. Своим поведением, своими словами вообще показывал любому рядовому чеченцу, какие планы, какие цели этот человек должен перед собой ставить и как их реализовывать. Как можно достойно справляться с самыми сложными ситуациями, самыми сложными вызовами, которые тебе бросает жизнь. Председатель Совета алимов Северокавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров напоминает, что цена, заплаченная Ахматом Хаджи Абдулхамидовичем на становление мира, самая большая. В последние годы жизни он сплотил народ, предоставив им выбор. И этот шаг оказался правильным. На референдуме 2003 года жители сделали выбор в пользу вхождения в состав России. Забота о своем народе беспокоила его больше всего. По воле Всевышнего он ушел в праведный мир, но оставил людям большую надежду, воплощенную сыном Рамзаном Ахматовичем. Сегодня 20 лет исполнилось, как его с нами нет, как он покинул этот бренный мир. Но он с нами, ибо та столбовая дорога, которую он проложил, как мы его называем, Ахмад Хаджи Нек. По этой дороге мы сегодня идем. Мы чувствуем, что он с нами. Мы чувствуем, что он и будет дальше с нами, потому что его путь – это праведный путь во имя спасения нашей нации. После совершения утренней молитвы верующие пришли на могилу первого президента Чеченской Республики. Здесь также присутствуют его внуки с многочисленными официальными лицами. Все они внимательно слушали искреннюю речь Хожа Ахмета Хаджи Кадырова о том, каким храбрым и богобоязненным человеком был Ахмат Хаджи Абдулхамидович, передавший все эти качества истинного мусульманина членам своей команды, выполняющей сегодня его заветы. صداقكرت ويدين شنية مليال وين داخكر خلبول مليال داله شيكوماش نختار لوين وين دال وين بلشتر خلبول مليال ديل سلام ديل يشن محمد بيامن بلوي صلى الله عليه وسلم شنال أصحاب بلوي ويش أستاذ الشيخ شنقول أشنا بلوي يلش ناشين أستاذ ذاكر هو خاصة شيبحني ويكشن شتياكنا وشوش هو إيش وشينا أحمد حجينا دالاد وصوب دال خن سنا شرحنا صوت بن بلوي هريو بين شوي كشدي أهلنا بلوي مسارشنا
ريت مخير وجدال خاش بول خنقا خارقايز ريت مخير وجدال إخر تأخل نحلقا هر أحمد حجي هر وي بلشته ويمسن على دول كشني أخلو دي قلبا بحن دويل غونا ويا تهن سنة سبلاتشون ندلش صعيخل ويتسخل ويلاتح ويقرأ برختو دعيا قريات سنة قومو سنة عيدلو سنة نتقو قوم برت خيل شح وز برتو دقاهمش قيمش كدوغ برت باسرو درك دوه دا دادهويت قريت مهروش دال تهن سنة ويقوم برت لات تبويلة ويوشي لار لات دويلة ووش ليرم لات تبويلة دال تحي بيرك تيويلة. Посещение могилы Героя России продолжилось и в дневное время Благословенной Пятницы. Люди все как один выражают слова благодарности и гордости в память о человеке, благодаря которому все это стало возможным – совершать коллективный намаз и многое другое. Это человек, который никогда не будет забыт, как и тысячи других храбрецов и героев, отдавших свои жизни в разные периоды, чтобы республика жила спокойно, избавившись от зла и нечисти, чего и удалось добиться властям совместно с народом в тесном взаимопонимании. Турпал Али Тайсумов, Салман Автаев, Лом Али Зурушев и Харун Абдулаев. Вести. Чеченская Республика. В годы лихолетия первый президент, герой России Ахмат Хаджи Кадыров сумел объединить наш народ ради великой цели – вернуть мир и спокойствие на улицы родной республики. Об этом заявил Рамзан Кадыров на мемориале памяти жертв политических репрессий, погибших в борьбе с международным терроризмом. Вместе с соратниками политик почтил память павших земляков и жертв многочисленных трагедий. Репортаж Медины Мударовой. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками посетил мемориал памяти жертв политических репрессий и погибших в борьбе с международным терроризмом, чтобы выразить слова скорби. Прочитав дуа, собравшиеся прошли вокруг памятного места, почтив всех скоропостижно ушедших в иной мир. Руководитель субъекта отметил, что это место хранит великую историю и напоминает о цене, которую пришлось заплатить за свободу. دل زمان جه بلخیم باش بال نیخه. سوال حلقه دیوانه نخلخیم باش بال امش که بلخیم باش بال نخه. لكن دیکی دیویزی اول زمان جه. سوال تیه نمیتوش تام بال چه نه دیوانه نخلخیم باش بال نخه. هو شنات امه نخلخیم باش بال نخه. تام چک بال شوت ایه هو پراتونیه خاطرش بلخیم باش بال نخه. بری دیوانه خود مت طول بین بکوی دیوانه. هو متى هو مش متى دون يق استوري يق دون ويدون عامل على شوي برتي قيق شلون ها إنسان أبوك داخل شلون برت دون إنسان واقع دون دوز دون أرع دون ويدون تعبوا مش عاس بيعبوا بالعبوا شو دون أزل بالع دوليل دون مليون مليون شخصي إزل دون تقدون صح برتون بيسن أربع متيجوش ولا ليرستون برتون على عايش دون دون دعوات متيجوش بعيش ديز دوش دون وصو دون عاش في القدم دون إيش بالعبون ألعب دون شيء دايما كعبوش دون عاش إيش برتني عاش بداس دون دون ويدون تبع كان وره إزل صوتك دون برت على طول ده تبع كنش دون برت ولا شيء ساعة عاش بو دون هوش بيجي ويتحن حبير زينة دون شيء منصور دي دعوة دون شيء بيجي دون وي شيء يكتش دون وي ده كان دون لكن إيش تلوش بولش باش حلقي دون تيت أنا دون مثلونش بالكش بتقبلنا وي دون تيت ريونش قلنا وي تيت أول مشتاق وي دون وي شيء يستوري حنا نقول لنا بشيء يجي دون هاك شابش شيء ساق إيسنك دون تار بول دين مارش داخل نوح الله يردون تغنى ويخلى أك إيش تراوش تويز ويالدون أعمد حش بول نقبرها نقشق بلا الدون تراوش توقع شيء جدون الحمد لله هو قلت أزوق أحيل نخيوش ذاك دون أعمد حريدش نشدوش ده دون إيشو شين قوند حدق أقول بينا دخوتي متكيو قرد أمسن دقيق الإذا ويلا
Ахмад Хаджи стал истинным примером служения Всевышнему, своему народу и Отечеству. Он сумел вернуть мир и спокойствие. За ним последовали лучшие сыны чеченского народа, которые не побоялись пожертвовать собой ради сегодняшнего благополучия. Пережитое ни в коем случае не сломило дух чеченцев. В интервью федеральному журналисту глава региона вспомнил своего отца, первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В трудные времена именно он стал лидером многострадального чеченского народа, взял ответственность за судьбу республики. После гибели Ахмата Хаджи я потерял, так скажем, жизненный интерес, и я дал клятву на могиле Ахмата Хаджи, что продолжу его путь, чтобы на том свете я мог с поднятой головой встретиться с ним. Травмы до сих пор прошли, многие годы, целых 20 лет, но чем взрослее, тем плохо становится, он думал, в детстве нужен отец, а на самом деле, чем взрослее, тем нужнее становится, нужнее становится отца и матери. Не стало Ахмад Хаджи. Какой самый сложный день был для вас после его гибели? В первое время шок. Потом, когда возложили на меня обязанности, когда я начал продолжить путь, то начал чувствовать, какой он таскал груз на себя. Тогда было очень трудно, чтобы не подвести его, президента, чтобы перед Всевышним, на том свете отвечать, за народ, за все, что должен нести ответственность. Тогда чувства были другие. Все прекрасно знают, что Ахмад Хаджи, помимо того, что он был главой президента Чеченской Республики, он был великолепно образованным религиозным деятелем. Вот для вас чего он больше дал? Веры, я не знаю, воспитания какого-то отцовского или воспитание как руководителя, как человека, который может за собой, как государственного деятеля? Я все время с ним рядом находился, и я закончил много университетов, потому что я видел разные сложности, разные хорошие времена, предательство, восстановление, разрушение, войны и духовное направление. Когда он был еще, будучи муфтием, я был водителем его. И все совещания, когда он проводил, я всегда присутствовал. И все, как будто он читал для меня лекции, все, оказывается, я впитал в себе. И мне это все пригодилось после гибели моего дорогого отца. Наверное, последний вопрос. Если бы можно было сейчас к Ахмад Хаджи обратиться, 20 лет прошло, мы видим, что происходит в республике, мы видим, как она колоссально изменилась. Что бы сын сказал отцу? Чтобы он стал во главе республики, и дальше продолжил возглавить республику, и чтобы он был главой, лидером нашего народа, и он был бы достойным, не только лидером республики, лидером мусульман всего России. Я сон даже видел, как мы сидим, и я ему предлагал, хорошо, что вы вернулись, и я ему предлагаю, а он отказался, говорит, я уже взрослый, вы продолжайте, у вас получается, сказал. Все-таки я ему сказал бы возглавить республику, а мы стали бы ему верными, как и раньше, помощниками. Стоит отметить, что за сравнительно короткий период Рамзан Кадыров смог воплотить в жизнь все стремления и мечты Ахмата Хаджи. Под его чутким руководством чеченцы смогли пройти непростой путь к миру и стабильности, победив международный терроризм и заявив о себе как нация-созидатели, из-за чего республика процветает. Тысячи наших соотечественников погибли в борьбе с терроризмом. Боль от этой утраты навсегда в сердце каждого чеченца. Память об этом наш народ будет хранить и передавать следующим поколениям. Медина Мутарова, Садымин Мусаев, Рахман Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
В Грозный с дружеским визитом прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Омару Сисоку Эмбало. Рамзан Кадыров провел с ним встречу, в ходе которой отметили сложившиеся тесные отношения между нашими странами. В программе пребывания руководителей африканской страны запланировано посещение Российского университета спецназа и знакомство с чеченской культурой во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Накануне он принимал участие в Параде Победы в Москве и провел встречу с Владимиром Путиным. О деталях беседы Турпалали Тайсумов. Глава Чеченской Республики лично встречает впервые прибывшего в регион с дружеским визитом президента Республики Гвинея-Бисау Умара Сисоко Эмбало. В столичном аэропорту политик поприветствовал вместе с соратниками. Для почетного гостя прямо у трапа самолета устроили радушный прием с национальным колоритом, продемонстрировав традиционный танец. Переезд из аэропорта прошел в составе кортежа из комфортабельных отечественных автомобилей представительского класса «Аурус». В ходе встречи с членами делегации из стран Западной Африки Рамзан Кадыров отметил, что два государства связывают самые крепкие отношения. Россия всегда готова помочь в решении любых проблем своим друзьям с Красного континента. Ассаламу алейкум, господин президент. Я очень рад приветствовать вас в Чеченской Республике. Уже многие годы наши страны связывают дружеские связи. Для многих африканских государств Россия является стратегическим партнером. Кроме того, мы всегда сопереживаем нашим братьям из Африки их проблемам. Наш народ также прошел ряд тяжелых испытаний, вызванных развалом Советского Союза, действиями наших недругов. К счастью, благодаря созидательному курсу первого президента Чеченской Республики героя России Ахмата Хаджи Кадырова, также мудрой политики и всемирной поддержки нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, все эти сложности в прошлом. И даже попытки санкционного давления не остановили наш экономический и культурный подъем. Сегодня своей внешней политикой Россия отстаивает не только свои интересы, но и международную безопасность и справедливый миропорядок. Радует, что вы развиваете и строите прочные партнерские и деловые связи между вашей республикой, экономическим сообществом стран Западной Африки и Российской Федерации. Убежден, что ваш визит будет способствовать укреплению дружбы между нашими странами. Еще раз приветствую вас, наш дорогой брат. Глава Гвинея-Бисау поблагодарил Рамзана Кадырова за приглашение и теплый прием. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин положительно отзывался о руководителе субъекта, как о сильном и дальновидном политике. Большое спасибо моему другу Кадырову за приглашение сюда, за сопровождение. Рядом со мной, слева от меня, сидит министр иностранных дел нашей страны, а слева от него сидит руководитель генерального штаба армии. И вот месье, который слева выше представленного, мой политический советник. И все люди, которые здесь, они как раз-таки продолжают традиции нашего сотрудничества с Советским Союзом. И все они говорят по-русски. И, как известно, Гвинея-Бисау долгое время сотрудничала с Советским Союзом. И даже после перестройки мы продолжили сотрудничество с Российской Федерацией. Именно поэтому мы сейчас здесь с вами. И мы хотим развивать добрые отношения со всей Российской Федерацией и с отдельными республиками, в частности. И хотим установить партнерские отношения и с отдельными республиками. Но прежде всего мы решили посетить именно вашу республику. Вчера провел часть дня с президентом России Владимиром Путиным. И Владимир Путин мне очень лестно, тепло отзывался о Рамзане Кадырове. И спасибо большое, что дали возможность приехать к вам, пообщаться с вами. Глава отметил, что в лице Владимира Владимировича Умар Сисоко Эмбало нашел себе самого лучшего друга, а не просто коллегу из дружественной страны. Спасибо большое, Дон, что вы дружите с нашей страной. Наш президент, господин Путин Владимир Владимирович, не бросает своих, он всегда поддерживает, Дон, своих друзей, союзников. Поэтому у вас хороший друг, хороший союзник, Дон. Вы нашли хорошего союзника, Дон. Спасибо, что вы приехали праздновать День Победы, наш дом, Чеченскую Республику.
Стоит отметить, что регион уже давно и плодотворно сотрудничает с Гвинеей и оказывает ей всевозможную поддержку. Так, в рамках акции, организованной первым заместителем руководителя администрации главы и правительства Хадижей Кадыровой, была оказана гуманитарная помощь, а также 10 студентам из Гвинеи предоставили стипендии на обучение в медицинских вузах региона. На дружеской и радостной ноте собравшиеся завершили встречу. Руководство субъекта налаживает тесный контакт во внешней политике, особенно с мусульманскими странами. Гвинея не первое и, конечно же, далеко не последнее государство, с которым отныне будут вестись братские, близкие диалоги, полезные обеим сторонам. Турпалали Тайсумов, Рахман Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести. Чеченская Республика. Религиозный обряд Сара провели в администрации главы правительства ко дню памяти и скорби чеченского народа. Мясо крупнорогатого скота передали малоимущим жителям и семьям, чьи сыновья участвуют в специальной операции на Украине. الخلدية بالقلدوخ شتاقتون نية حيث نية تقاهيق غازو تحداخيق خلان ويجنتي هو نية ناوستي تانتي ساعة دوخش داقوي إبوالخا تارهيق أرن تدينا يوين تان قشتو يوي لورش خلر يوين ديز خلر يوي ليرم بوي اتنية ويقاهيق شتو اتنية تقاهيق چه نوخش خلق دي الخلق خز إيمان تبيرك تخز نوخش جو حلاق واتن داخوتن نيسيل خزيل داخوتن إيمان دولش إسلام دولش مجش دولش مجش جعلام شتش ناخ بولش داخوتن دي أستنيو إتير سينوش إتير داخش بعن دولش تير لير منش ساعدخ قوش قيتو قيدالله. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в честь памятной даты провел благотворительную акцию. Она охватила Курчалоевский, Нажаюртовский, Гудеремесский и Шелковской районы. Всего было роздано 5500 10-килограммовых мешков с рисом. Для жителей это хорошая поддержка, за что они выражают искреннюю благодарность. يلش موديل سلام خلتون قايجن حديث يا وين دالدو وخسان ودنيا نهودا عنالشة هرسا دوقشن وشولتجا دحن جحسا وق مكشل يحسا وق بركة يحسا وقلا وأما قان دوغدوش قيمش دينا هرسا دوقشن وشولتجا وخسان وأتخلش دينا أزدوش دينا هخسان وعندك دين عندك الله خير ولا يلش موديل سلام خلتون وسيلة خير وش الله داله أزدرجح خليت ويل هرسا دوقش بوشول ويخنا أيماني ويمخنا رمزان حج وسيلة خير وش الله داله شي ديكني حسابه خيلو شلوخ ديكني قاش بويل للوش بوولنا عالش بويل. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел еще одну акцию, приуроченную ко дню памяти и скорби чеченского народа. Малоимущим семьям по всей республике раздали 30 600 кур, столько же бутылок лимонада и 91 800 буханок хлеба. Получатели отметили, что это ощутимая помощь для каждого из них, поскольку такого запаса хватит надолго. ديكنك بيدوستون ديل ريز خليل تاع مصو من دا بوق ساد وديل دكتور دا قبور نساخ لتي دا الاتوب وتي مسير من ده. Спасибо Рамзану Ахматовичу Кадырову, Аймане Кадыровой, Дересхил за помощь, то, что они помогают, то, что такой фонд существует. Большое им Дересхил, большое им спасибо за все, что они помогают таким вот семьям, которые нуждаются. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах и социальных платформах. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.